Еще одним значимой победой и спортивным титулом пополнилась история кыргызского спорта. Наша женская сборная по волейболу завоевала первое место на чемпионате КАВА на Мальдивах. Наши спортсменки молодцы. В команде все юные. Им нет даже 20. К этим соревнованиям команда готовилась тщательно. Целый месяц без перерыва. Благодаря этому команда завоевала первое место. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить департамент спорта за оказанную нам поддержку. В общей сложности кыргызстанские волейболистки сыграли в 4 играх. Они обыграли сборные Мальдив и Непала со счетом 3-0, но проиграли сборной Шри-Ланки со счетом 3-2. Однако в финальной битве наша сборная вырвала победу у Шри-Ланки со счетом 3-0. Мы стали чемпионами по Азии. Спасибо всем нашим болельщикам за поддержку. Мы будем прилагать все усилия, чтобы поднимать флаг Кыргызстана на пьедесталах международных соревнований. В результате женская сборная по волейболу стала победителем зонального чемпионата Азии КАВА. Это первая крупная победа нашей страны в данном виде спорта. Наши совсем юные волейболистки показали отличную игру. Это говорит о том, что кыргызский спорт развивается. Помимо этого, на предстоящей Олимпиаде в Париже нашу страну представят подготовленные, натренированные спортсмены. Все они до Олимпиады показали себя. В общем, в последние годы наблюдается положительная тенденция в кыргызском спорте. Благодаря поддержке со стороны государства показатели в спорте, в том числе на международных соревнованиях, улучшаются. Наши спортсмены все чаще радуют кыргызстанцев новыми победами. Сейчас у них есть специальные залы для тренировок. Регулярно организовываются сборы перед турнирами. Финансирование кыргызского спорта было увеличено в 3 раза. Если в 2020 году на развитие этого сектора выделялось всего 250 миллионов сомов, то сейчас государство направляет 700 миллионов. Повысили зарплату тренерам, а также работникам в сфере физической культуры спорта. И на этом не останавливаются. И получается, на следующий год тоже ждем повышения заработных плат. Строится очень много спортивных объектов и реконструируются старые, которые со времен Советского Союза еще не видели такого ремонта, или капитального ремонта, или реконструкции. Вот на сегодняшний день вы сами можете быть свидетелями, реконструкция идет полным ходом главной спортивной арены имени Дулена Мырзакова. Четвертый момент – это то, что государство очень хорошо оказывает поддержку и помощь в сфере еще международных соревнований. 33-я летняя Олимпиада начнется уже 26 июля в Париже. От Кыргызстана на играх участвуют 16 спортсменов. На церемонии открытия флаг страны понесет дзюдоист Эрлан Шеров, а капитаном сборной стал Ахжол Махмудов. Биздин жалпы максатыбыз 2024 жылдагы Париж Олимпиадасында биринчи орындарды камсыз кылуу. В 2021 году, встречаясь с вами, я говорил, что наша общая цель – это были не только мои слова, но и желание, надежда народа. Я думаю, что пришло время оправдать эти надежды. Я твердо верю, что вы завоюете первую золотую медаль в истории независимого Кыргызстана. Сделайте подарок 33-летию независимости Кыргызстана и столетию образования Каракыргызской автономной области. Вы в мыслях и сердцах 7 миллионов кыргызстанцев. Вас ждут с победой сотни тысяч соотечественников. Перед этими важными играми народ Кыргызстана только до днях порадовали наши юные математики. Так, накануне школьники вернулись из Великобритании с победой. Они выиграли 4 медали, в том числе золотую и 2 почетные грамоты на Международной математической олимпиаде. Отметим, что в ней приняли участие 609 учащихся из 108 стран. В социальных сетях пользователи пишут, что это хороший знак перед летней олимпиадой. Ахмер Нурдинова, Асхар Маратов, ЛТР Бишкек.